Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Некачественное сено. Поставщик из Амурской области заменит партию сена для села в Чурапчинском районе. Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Мирнинский район. Озвучим детали рабочей поездки главы региона. Сегодня отмечается Всемирный день науки. В Якутии научные открытия совершают школьники в технопарке «Кванториум». Тело двухлетнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружено накануне в квартире дома в районе Маганского тракта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проведены осмотры места происшествия и тела погибшего ребенка. Допрошена мать мальчика. В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины, который скрылся из квартиры. Местонахождение мужчины установлено, он задержан. В ближайшее время для подозреваемого изберут меру пресечения. Здание сельской администрации в Чурапчинском районе пострадало от пожара. Сегодня рано утром в пожарную часть села Чурапча поступило сообщение о пожаре в здании администрации Телейского наслега, расположенного в 22 километрах от райцентра. К месту пожара выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. К моменту прибытия наблюдался открытый огонь. Пожар быстро ликвидировали. В результате огнем полностью повреждено здание сельской администрации. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливают. А для села Чакыр Чурапчинского района поставщик из Амурской области за свой счет заменит партию некачественного сена. По информации Улусного управления сельского хозяйства, сено приобретено по цене 5000 рублей за тонну. Данная партия признана несоответствующей качеству поставки. Таким образом, поставщику поручено за свой счет заменить сено. Отметим, что во всех районах работают оперативные штабы по организации устойчивой зимовки скота и лошадей. Одна из функций такого штаба – контроль качества поступающего сена из-за пределов региона. Далее к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявили 290 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 139 приходится на Якутск. В Алекнинском районе 17 заболевших, в Амгинском и Нерюнгринском по 14, в Мегино-Кангаласском 12, в Алданском 11, в Хангаласском районе 10 случаев, в Ленском и Усть-Алданском по 8. Еще в 14 районах республики фиксируют от 1 до 7 заболевших. QR-коды предоставляются 2 категориям граждан, к которым относятся прежде всего граждане, переболевшие в течение последних 6 месяцев новой коронавирусной инфекции, и граждане, получившие соответствующий QR-код в результате вакцинации. На территории республики вакцинация непосредственно осуществляется достаточно сегодня с высоким набранным темпом. Это дает нам основание говорить о том, что сами по себе и темпы прироста заболевших, они снижаются. К другим темам. Айсен Николаев с рабочим визитом посетил Мирнинский район. Глава республики осмотрел социально значимые объекты поселка Айхал и города Удачный, а также провел ряд совещаний с руководителями Мирнинского района. Подробнее в материале Власия Сергеева. Рабочая поездка началась с Айхала, который в этом году отмечает 60-летие со дня основания. Юбилейную дату поселок встречает с успехами в различных сферах. Так, например, градообразующее предприятие, фабрика горнообогатительного комбината по итогам 2020 года обработала 7,6 тонн руды. При этом было добыто 8 миллионов карат алмазов. Безусловно, поселок Айхал, который отметил свое 60-летие, является одним из важнейших пунктов нашей республики, развитие которого определяет развитие в целом экономики нашей республики. Здесь сегодня добывается 27% алмазов акционерной компании «Алроса», и именно здесь куется благополучие практически всех жителей нашей Якутии. Но, конечно же, Айхал – это не только алмазы, это в первую очередь жители Айхала. И я благодарю айхальцев за самоотверженный труд, за активность, в том числе в реализации различных социальных проектов. Одним из важнейших среди данных проектов является программа переселения жильцов из аварийных домов, которая реализуется силами республики и акционерной компании «Алроса». В рамках торжественного мероприятия глава региона вручил айхальцам сертификаты на расселение.
Айхал развивается. И даже в этом году, в юбилейном году, произошло очень много событий. И самое важное, самое серьезное событие – это программа расселения жителей поселка Дорожная, улица Октябрьская, партия. Мы в течение этого и следующего года расселим целых 46 домов. То есть целый поселок. Для этого нам выделили средства из республики, и компании, и муниципального образования Мирнинский район. Также Айсен Николаев посетил Айхальскую школу номер 23, которая активно ведет работу по приобщению детей к современным разработкам. Учащиеся осваивают робототехнику, пилотирование квадрокоптером, создание видеоигр и другие дисциплины. Наравне с этим школа учит детей чтить историю поселка. В этом году школа начала носить имя основателя Айхала Георгия Кадзова, барельеф которого торжественно открыли в этот день. Молодое поколение должны знать историю, как Айхал образовывался, какие люди работали, и продолжить развитие, образование нашего поселка. Воспитание детей должно быть именно основано на истории поселка. И я думаю, что мы с достоинством несем это имя Георгия Александровича Кадзова. Глава республики также осмотрел объекты города Удачный. Так он посетил городскую больницу, где стоял вопрос о закрытии поликлинического отделения и его переводе в другое здание из-за большого количества неиспользуемых площадей в основном блоке. Вроде бы экономически это целесообразно, но с точки зрения защиты здоровья людей, конечно же, это очень неправильно. Поэтому это предложение мною сегодня отклонено. Я дал поручение, наоборот, усилить здесь работу по появлению новых видов медицинской помощи, в том числе, которые касаются и профилактики заболеваний, и реабилитации. Как отметил глава региона, Айхал и Удачный играют важную роль в развитии не только Мирнинского района, но и всей республики. Несмотря на трудности, вызванные пандемией, здесь работа по реализации поручений главы продолжает идти согласно графику. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Айхал, Удачный, Якутск. Идем далее. Проверили более 20 домов за неделю, выдали 3 предписания об устранении нарушений. Сотрудники Алросагаз следят за газовым оборудованием в селе Тас-Юрях, чтобы предотвратить утечки. Среди работников специалисты с многолетним стажем. Один из них рассказал нашим коллегам о сложностях работы газовика. С газом в деревне, конечно, очень хорошо, очень удобно. И вот когда даже света нет, мы можем там себе пищу приготовить. Газ в доме – счастье для Ульяны Поповой и ее односельчан. С приходом голубого топлива быт жителей Тас-Юряха изменился. Настолько, что и печь топить теперь не нужно, и дрова на зиму заготавливать соответственно тоже. В селе газ провели в 2002 году. Спустя почти 20 лет газифицировано 70% домовладений. За бесперебойной подачей топлива в дома следят сотрудники Алросагаз. Если замечания, надо записать замечания. И особое внимание на шкафные задвижки номер 1 и номер 2. Это обязательно. Небольшая инструкция перед сменой. Игнатий Савинов распределяет работу между слесарями. От слаженной работы зависит, будет ли в домах тепло. Главное, следим за давлением газа, чтобы заданное давление попадало потребителю. Ну и как бы текущим ремонтом занимаемся. Раз в год мы делаем текущий ремонт и техобслуживание. Игнатий Савинов в газовой службе работает больше 20 лет. Он уверен, здесь случайные люди не задерживаются. Главное в работе газовика – ответственность. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по вызову. Да, я звонил, меня пропускает газ на печке. Все, посмотрите. Проверку газового оборудования нужно проводить регулярно, минимум раз в квартал, чтобы оборудование работало исправно и не создавало угрозы жизни домовладельцев. Сегодня сотрудники Алросагаз обслуживают около 100 домов, но скоро работу газовиков прибавится. По плану еще 30 домов должны подключить к газу. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». До завершения всероссийской переписи населения осталось 4 дня. В Якутии жители активно участвуют в ней, особенно старшее поколение. В Якутске лидирует Центральный округ. Статистики учли 88% населения, исходя из плана. В этом году перепись впервые проходит в цифровом формате, а требования к переписчикам строгие. Все вакцинированы и еженедельно сдают ПЦР-тесты. Кроме того, Сахастат организовал мобильные бригады, которые переписывают людей на крупных предприятиях.
Поучаствовать в переписи населения еще можно до 14 ноября 3 способами. Переписчик придет очно и заполнит лист со слов гражданина самостоятельно через портал госуслуг, либо в любом стационарном пункте. Я сама вот походила по квартирам. Люди, многие, кстати, открывают и очень нас ждут. Потому что есть пожилые люди, которые не умеют пользоваться госуслугами. Они очень рады нам, переписчикам, приглашают в дом, но мы не заходим, потому что у нас сейчас карантин. Из-за этого мы все через дверь, получается, свои опросы проводим. Они очень довольны. Сама, как многодетная мать, я вот хотела бы, чтобы мои дети все были переписаны, чтобы они все были устроены, чтобы в будущем вообще знать. Ежегодно 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие. Эта знаменательная дата учреждена ЮНЕСКО в 1999 году. Сегодня науке уделяется особое внимание. Отдельными научными открытиями в Якутии занимаются дети старшего школьного возраста в технопарке «Кванториум». Не так давно школьные разработки стали призерами республиканского конкурса «Я инженер». На сегодняшний день «Кванториум» объединяет сотни школ по всей республике. Дети, которые занимаются научной деятельностью в таком технопарке, в дальнейшем связывают свою жизнь с наукой. Все проекты детей бережем, потому что это авторские проекты, и дети потом ее забирают у нас Мы не стараемся оставить здесь. Первые бумажные варианты прототипа могут остаться, а в основном дети забирают для дальнейшего развития и реально могут воспользоваться в высших учебных заведениях своим продуктом. А почему нет? В завершении к теме спорта 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» в следующем году пройдут во Владивостоке. Накануне в столице Приморья подписали договор о подготовке и проведении игр. Мероприятие пройдет во Владивостоке с 27 июля по 8 августа и планирует собрать более 3000 участников из 45 стран мира. Сейчас активно готовятся к предстоящему масштабному международному событию. Напомним, 7-е спортивные игры «Дети Азии», проводимые под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО, пройдут именно во Владивостоке по поручению президента России Владимира Путина. К этому часу это вся информация. Увидимся чуть позже.